Зарплату поднимите. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, чем так возмущены таджики, что готовы выходить на митинги. Подписывайтесь на наше обновление и будете в курсе всех последних событий. С 10 ноября в Душанбе подорожал проезд на общественном транспорте. Реакция на повышение не заставила себя ждать. Если честно, это сейчас одна из самых обсуждаемых тем в таджикских соцсетях. И комментарии о повышении все сплошь негативные. Мы выбрали лишь некоторые из них. Кто придумывает такие цены? Почему заработная плата народа не учитывается? Зарплата какая у нас? А цены на продукты растут с каждым днем. Семьи большие. Сначала подняли бы зарплату, а потом цены на транспорт и на продукты. И так получаем гроши. Ну как жить дальше? Дети с 10 до 18 лет. Откуда у них будут деньги на сумму 90 самани? Они должны обучаться или работать для того, чтобы оплачивать транспорт. Надо было сделать по 2 самани за проезд. Нормально же. В некоторых семьях по несколько учащихся, некоторые едут с пересадками. Получается, что зарплата уходит только на дорогу. А есть и жить на что? И кто страдает опять? Простой народ. Ведь они едут на маршрутке, а те, кто при деньгах, у них машины. Как вы относитесь к такому возмущению местных жителей? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Некоторые также успели высказаться о принципе работы общественного транспорта. Если на маршрутке 2,5 и на автобусе 2,5, зачем эти медленные автобусы вообще нужны? Каждый год пишут, что подарили 100 штук, купили 200 штук, а где все эти автобусы потом, непонятно. Лучше бы дали возможность работать маршруточникам. С ними и быстрее, и пашут они как черти с утра до вечера. И пусть на дорогах будут пробки, люди должны добираться до дома вовремя, а не торчать по часу в ожидании транспорта. Мне интересно, детям не платят ни стипендию, ни зарплату, ни пособие, то по каким критериям пишут законы о оплате за проезд? Раньше с детей до 12 лет не брали плату, бардак да и только. Хотя цены подняли, но толпа как и была, так и есть, нечем дышать. Изменить все равно ничего не можем. Убедительная просьба к тем, кто может. Пожалуйста, наладьте график автобусов, не только в центре. Многие на работу едут и на занятия на 33-м автобусе. Удобно и дешево, а дождаться его невозможно. Маршрут проходит по всем частям города, а графика нет. Ходил бы как тройка или восьмерка, всем хорошо и заранее спасибо. Другие отмечают, что транспорт переполнен, дышать нечем. Как селедка в бочке, люди стоят. О каком комфорте может идти речь? Только о деньгах в первую очередь. И еще в маршрутном такси под злосчастным номером 25 люди порой едут стоя на одной ноге. Едут потому, что по этому маршруту что автобусы переполнены, что маршрутки. Может, уже пора контролировать данную ситуацию? На такси, простите, не каждый может позволить ездить по 2 раза в день. У всех семьи, школьники, студенты. Но, к сожалению, очень много и тех комментариев, в которых очень эмоционально высказывается идея, что пора валить из страны. Здесь невозможно стало жить, страна для богатых. Бедный народ не выживает при таких ценах. Что творится? Хоть пешком ходи. Это просто ужас, куда смотрит государство и должностные лица. Неужели докатились до такой степени? Мизерная зарплата и цены до потолка. Давно пора уезжать отсюда. Дети с 10 до 18 лет не имеют никаких льгот. Это значит, что государству наплевать на подростков. Некоторые также советуют не ждать перемен и призывают быть более активными в решении общественных вопросов. Почему все зациклились на зарплате и пенсии? Максимум, если подымут, то 40-50 самани. И что с этого? Насчет маршрутки, это у нас давние традиции. Они всегда переполнены, им все еще мало и мало. Хоть 4 самани дай, они все равно переполняют маршрутки. Не ждите радужных перемен, у нас этого не будет. Мне искренне жаль тех, кто живет на одну пенсию и зарплату. Народ, мы имеем то, что мы заслужили. Все это происходит с нашего молчаливого согласия. Маршрутки, стариксы сажали по 4 человека вместо 3. Мы садимся и молчим, мы торопимся. Они вместо одного 60 самани брали по 2 самани. Мы молчим и платим, мы торопимся, так быстрее. В школах, в больницах, в институтах, в архивах и везде говорят: дай, мы даем. Ой, чтоб нашим детям не высказывали, чтоб на нас хорошо посмотрели и тому подобное. Этот список можно продолжать бесконечно. А если кто-то и выставит пост, то тут же начинают некоторые смешивать автора с грязью, мол, заболеете, не ходите к врачу, не учите своих детей и тому подобное. У них маленькая зарплата. Вопрос тогда, а у кого она большая? Это все происходит из-за нашего молчания, из-за того, что мы все терпим и нас заставляют это терпеть. Вы согласны? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.